Товарищи офицеры, президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Прошу вас. Пожалуйста. Товарищи офицеры, дорогие друзья, открывая эту торжественную церемонию, хочу прежде всего поздравить вас с успешным окончанием учебы, очень важного, без преувеличения, судьбоносного этапа в вашей жизни. Вы достойно завершили обучение в прославленных вузах Министерства обороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб. Впитали наследие многих поколений ваших предшественников и, уверен, в полной мере готовы решать ответственные задачи по обеспечению безопасности Родины. По традиции мы чествуем лучших выпускников военных академий, институтов и университетов в Георгиевском зале Московского Кремля. Это один из символов и хранителей ратной славы Отечества. Здесь по-особому ощущаешь неразрывную связь истории нашей армии с историей России, с ее державной силой и величием, с победами, которые навсегда останутся в благодарной памяти нашего народа. Мы бережем каждую страницу воинской летописи Родины, чтим имена героев, не жалевших себя ради ее свободы и будущего. В тяжелых битвах закалялись легендарные традиции нашей военной школы. Формировались те качества, которые всегда отличали наших воинов от рядового до маршала. Это любовь к родине, беспримерная стойкость и мужество. Именно они решали исход сражений и войн, которые не раз определяли судьбу нашего Отечества. Как и сплоченность, консолидация нашего народа, подлинное единение фронта и тыла. Через несколько дней мы будем отмечать значимую памятную дату – 80-летие освобождения Белоруссии от нацистских захватчиков. Недавно говорили об этом и с президентом Белоруссии. Вы знаете, что эта дерзкая, масштабная операция называлась «Багратион» в честь нашего выдающегося полководца, героя суворовских походов и Отечественной войны 1812 года. Советские войска действовали дерзко и профессионально, наступали стремительно, неудержимо, на голову разгромили крупную многотысячную группировку противника. Благодаря смелости и отваге наших бойцов и командиров была открыта дорога к освобождению Европы от нацизма, сделан решающий шаг к великой победе. Сегодня внуки, правнуки героев Великой Отечественной достойно хранят и продолжают ратные традиции Родины. Надежно стоят на страже ее суверенитета и безопасности, защищают нашу землю и наших граждан на Донбассе и в Новороссии от неонацистов. На деле доказывают, что наша армия и ее оплот, офицерский корпус, вековая сплоченность и единство многонационального нашего народа – это всепобеждающая сила. Дорогие друзья, Россия последовательно выступает за укрепление стабильности на планете, за справедливое и демократическое многополярное мироустройство. Недавно на встрече с руководством Министерства иностранных дел изложил наше видение работы по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии. Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов, как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, Евразес, БРИКС, так и другими международными объединениями, европейскими и натовскими государствами, в том числе, естественно, тогда, когда они к этому будут готовы. Вместе с тем, учитывая непростую международную ситуацию, появление новых вызовов и рисков, будем и дальше всесторонне совершенствовать вооруженные силы, выстраивать оборонную политику, опираться на передовые технологии и науку, эффективные финансовые и экономические решения на современном уровне, имея в виду современные тенденции в сфере вооруженной борьбы,
в области военной стратегии и тактики. И, конечно, опираясь на колоссальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции. В приоритетном порядке будем наращивать поставки в войска на передовую беспилотных авиасистем различных типов, бронетехники и высокоточных средств поражения, ударной авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи. Будем работать над другими современными высокотехнологичными образцами вооружения и техники, которые сегодня массово идут в серийное производство. В наших планах дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире. Безусловно, будем укреплять потенциал, повышать боевые возможности всех видов вооруженных сил и родов войск, ставить на боевое дежурство гордость наших конструкторов, инженеров, рабочих, новейшие комплексы, которые подтвердили свои качества, действительно уникальные характеристики. Вести работу над перспективными образцами. Намерены и дальше совершенствовать систему управления войсками и оружием, повышать интенсивность и качество боевой учебы, проводить учения и тренировки, в том числе с участием дружественных нам государств. Подчеркну, именно от офицеров, от вас и ваших товарищей прямо зависит результативность всей работы по укреплению обороноспособности России. В ближайшее время вы возглавите соединения, воинские подразделения и части. И, уверен, приложите максимум усилий для освоения современного оружия и техники, для качественной подготовки личного состава. Будете примером профессионализма, дисциплины и порядочности, личного мужества для своих однополчан. Уважаемые товарищи, безопасность наших граждан и общества, стабильное и поступательное развитие России во многом зависит от эффективности правоохранительной системы и специальных служб. Здесь, в этом зале, присутствуют офицеры, которые продолжат службу в рядах ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, ФСО, Следственного комитета прокуратуры и ФСИН. Вам предстоит решать широкий круг ответственных и важных задач. Прежде всего, защищать права и свободы граждан России, вести борьбу с преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом. Приоритетом остается и активное содействие нашим военнослужащим в проведении специальной военной операции. В первую очередь в обеспечении правопорядка, законности и мирной жизни людей в освобожденных районах, в расследовании преступлений неонацистов и карателей, которые должны ответить за свои злодеяния, за преступления против мирных людей, за теракты, за обстрелы наших городов и сел. Уверен, что вы будете работать оперативно и грамотно, на всех порученных участках добиваться конкретных результатов. Дорогие друзья, граждане России верят вам и рассчитывают, что вы образцово выполните свои обязанности. Применяя на практике полученные знания, будете действовать так, как вас учили ваши преподаватели и наставники. И, выбрав для себя трудный путь, продолжая дело своих предшественников, всегда, на всех этапах дальнейшей карьеры будете искренними патриотами Родины. В своих воспоминаниях Георгий Константинович Жуков подчеркивал: для меня главным было служение Родине, своему народу. И с чистой совестью могу сказать, я сделал все, чтобы выполнить этот свой долг. Пусть эти слова легендарного маршала Победы послужат заветом и для вас, для всех офицеров России. Желаю вам и всем выпускникам 2024 года здоровья и успехов. Всего самого доброго вашим учителям, наставникам, вашим родным и близким. Спасибо. Министр обороны Российской Федерации Андрей Ремович Белоусов. Товарищ Верховный Главнокомандующий, товарищи офицеры, в этом зале присутствуют представители нового поколения защитников Отечества, те, на кого мы возлагаем особые надежды,
когда говорим о настоящем и будущем нашей Родины. Сейчас наша страна находится на острие борьбы за установление справедливого и равноправного миропорядка. Коллективный Запад стремится сдержать ее развитие, сломать независимый политический курс и поставить под удар безопасность государства. Во времена испытаний наши армии и флот неоднократно доказывали, что способны достойно отвечать на самые серьезные вызовы и угрозы. И сегодня, в ходе специальной военной операции, российские военнослужащие с честью выполняют свой воинский долг, эффективно отстаивают национальные интересы, решительно борются с последователями нацистской идеологии. Благодаря их мужеству, самоотверженности и профессиональной работе мы владеем инициативой на всей линии фронта, последовательно снижая боевой потенциал противника. В этих непростых условиях личная ответственность командиров и начальников всех уровней многократно возрастает. Товарищи офицеры, в войсках от вас потребуется максимальная самоотдача, смелость принятия решений, собранность и принципиальность, знания, полученные в академиях и училищах. Внедряйте в оперативную боевую подготовку опыт специальной операции, передовые способы ведения вооруженной борьбы. Проявляйте командирскую заботу о своих подчиненных, берегите их, всегда оставаясь примером воинской доблести и преданности долгу. Следуя наказам Александра Васильевича Суворова, воспитывайте в себе личность воина-профессионала, воина-гражданина, воина-защитника, воина-победителя. Служите отчизне верой и правдой. Российский народ может не сомневаться, что вооруженные силы сумеют обеспечить государственный суверенитет, защитить мирную жизнь, создать условия для дальнейшего развития и процветания страны. Товарищи офицеры, поздравляю вас с успешным окончанием учебных заведений. Желаю крепкого здоровья, твердой веры в себя и новых свершений на благо Отечества. В добрый путь! Выпускник военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майор Александр Владимирович Романенков. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, разрешите от имени всех выпускников военно-учебных заведений выразить вам глубокую признательность за ваше личное напутствие на ратное дело по защите Отечества. Сегодняшний день для нас является рубежным и памятным, а Георгиевский зал Московского Кремля, на стенах которого высечены имена героев Отечества, придают ему особую знаковость. Наш выпуск проводится в непростое время. Коллективный Запад всеми силами и ценой жизни мирных людей пытается сохранить свою гегемонию и не прекращает бессмысленные попытки нанести России стратегическое поражение. Этому не бывать. Мы осознаем, что сегодня как никогда востребован наш профессионализм. От принимаемых нами решений, умелых и слаженных действий при выполнении задач в ходе специальной военной операции зависят жизни наших подчиненных, судьба наших детей и будущее России. В военно-учебных заведениях под руководством опытных педагогов и наставников мы приобрели твердые знания военной науки и устойчивые навыки управления войсками и применения оружия, основанные на боевом опыте в условиях современной вооруженной борьбы. Товарищ Верховный Главнокомандующий, от имени всех выпускников разрешите выразить лично вам, руководству Министерства обороны Вооруженных сил Российской Федерации, слова благодарности за условия, созданные для обучения военному искусству, а командирам и преподавателям за бесценные знания. Мы заверяем вас, что каждый выпускник, продолжая славные воинские традиции, будет беззаветно предан Отечеству, с честью и достоинством выполнять воинский долг и отстаивать интересы России. Мы оправдаем ваше доверие, выполним все поставленные задачи, обеспечим надежную защиту нашей Родины и выполним все задачи по
продолжению героической истории нашего Отечества и его вооруженных сил. Уважаемые товарищи и дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с окончанием учебных заведений Минобороны и специальных служб, правоохранительных органов. Желаю вам удачи и всего самого доброго. Мы очень на вас надеемся. Народ России внимательно следит за каждым шагом нашей армии на линии боевого соприкосновения. Только что заслушал доклад начальника Генерального штаба. Хочу передать слова поздравления от его имени и от всех ваших боевых товарищей, которые выполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения. Всего вам доброго. Поздравляю.